Здравствуйте, в эфире программа «Интервью». И я представляю гостя в студии. Владимир Нагорный, председатель Комитета Госсобрания Республики Башкортостан, руководитель фракции партии «Справедливая Россия». Владимир Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Александрович, предлагаю начать наш разговор именно с бюджета, потому что в Госсобрании вновь второй раз рассмотрели его с изменениями, с ростом расходов, доходов. Вот что скажете? Да, сегодня у нас состоялось заседание Президиума Государственного собрания, где соответствующий комитет бюджетный внес во втором чтении проект бюджета республики на 2026 и предстоящий период до 2028 года. Но значительных изменений второе чтение не предусматривает. По инициативе главы республики были внесены поправки, которые увеличивают и доходную часть, и расходную часть порядка на 2,5 миллиарда рублей. То есть теперь доходная часть у нас будет 116 миллиардов и 4, расходное соответственно 22,5 миллиарда больше. То есть дефицит у нас остался прежним 22,5 миллиарда. Мы рассмотрели это на президиуме и вносим его на рассмотрение Государственного собрания. Хочу сказать, что наша фракция в первом чтении поддержала проект бюджета, поскольку, как я уже и говорил ранее, основные статьи, что касается образования, здравоохранения, культуры, они предусматривают определенный рост. К сожалению, по культуре, конечно, рост не столь будем говорить, значимый, как с двумя предыдущими статьями здравоохранения и образования. Но, тем не менее, в данной ситуации мы считаем, что те цифры, которые заложены в бюджет, если они будут выполняться, то они вполне достаточно обеспечат тот минимальный рост социальных зарплат, содержания объектов и образования, и здравоохранения, и культуры, которые, в общем-то, мы предполагали. Поэтому мы согласились в первом чтении, вероятно, в втором мы будем также поддерживать и во втором чтении. Кроме того, за этот период прошло обсуждение бюджета, были внесены предложения от жителей республики, но надо признать, что они значимых изменений в бюджет не внесли. Как я и сказал, поправки были внесены только главой Республики Башкортостан. Это что касается бюджета на предстоящий период. Владимир Александрович, а если говорить о тех инициативах, с которыми выступает «Справедливая Россия», одно из них это именно предложение заморозить коммунальные тарифы на 3 года. Вот за счет чего это возможно сделать, как вы думаете? Смотрите, да, мы такую инициативу, партия вышла с такой инициативой в правительство республики. Цель какова? Во-первых, мы считаем, что рост тарифов естественных монополий будем говорить, неоправданно высок. Например, в проходящем 2025 году у нас в среднем тарифы выросли практически на 16%. Отопление, что самая большая статья, 16%, водоснабжение 14%. Электроснабжение 12%, газ там 10 чуть-чуть, я там десятки отбрасываю, но в целом видите, какой рост. При этом ни зарплаты, ни другие наши пенсии не выросли на такой процент. И мы считаем, что надо бы заморозить, провести ревизию расчетов этих тарифов и в конце концов определить эффективность такой индексации, поскольку, безусловно, мы-то все рассчитываем, что увеличение тарифов скажется на качестве предоставляемых услуг. Но, к сожалению, это не происходит. Основные обращения граждан, которые приходят на прием, это касается, безусловно, высоких тарифов и качества услуг. То есть, пример. У нас осень и начало зимы теплые. Так ведь, да? Практически октябрь, ноябрь, когда отопительный сезон начался, мы живем с открытыми форточками, дверями, магазины даже на первом этаже открывают двери. То есть мы отапливаем улицу. А по идее мы предполагали так, если мы совершенствуем систему ЖКХ, инфраструктуру, то по идее мы должны адаптироваться. На улице теплее, убавить отопление, причем мы же не можем сами убавить, это как раз поставщики должны этим заниматься. Но этого не происходит, поскольку у них интерес один, есть тариф, есть объем поставленной энергии, соответственно, есть платежи. И я считаю, этот большой вопрос, который сейчас был в ноябре, очень часто возникал. И кроме того, содержание представляемых услуг, качество, подачи с электроэнергией у нас проблем нет. С отоплением у нас бывают проблемы, особенно бывают проблемы с горячей водой. То есть мы считаем, что такое повышение тарифов, оно не соответствует
качеству предъявляемых услуг. Соответственно, есть необходимость вроде бы разобраться, куда идут те средства, которые заложены в тариф. Они ведь как раз закладываются с тем, чтобы совершенствовать инфраструктуру, чтобы наши системы снабжения, водоснабжения, теплоснабжения работали качественно. Но тем не менее у нас происходят и аварии продолжаются, и как вы видите, вот сейчас декабрь месяц, а у нас до сих пор на улицах раскопки, поскольку продолжаются работы, не успели сделать летом. Ну, то есть вот, требует это все внимания. И считаем, что, ну, в любом случае, 16% рост тарифов это не оправдано ничем. Надо понимать, почему это происходит. Поэтому мы предлагаем заморозить, разобраться, а потом уж, так сказать, объяснить людям, почему так, и исходя из этого уже дальше смотреть, как увеличивать тарифы. Не боитесь инфляции и учитываете ли при этом износ инфраструктуры? Она же у нас очень сильно изношена. Вы знаете, когда эта система начиналась, я уже говорил на эту тему, ну, по крайней мере, это была такая индексация тарифа начиналась где-то 13-14 годы. Там было сказано, что мы это делаем для того-то, для того-то. И тогда рост тарифов предполагался на 3-4%. Ну, это еще как бы для населения, в принципе, ну, не столь значимо. Но когда уже рост тарифа больше, чем инфляция, причем в разы, в 2 раза, ну, нечем объяснить. Тем более, я еще раз говорю, качество не улучшается. Поэтому, ну, еще раз говорю, надо разбираться. И людям доказывать, что мы вынуждены так поступить. Мы делаем то-то, то-то, то-то и то-то. Но в результате вот такие тарифы. Владимир Александрович, еще одна инициатива, которая, наверное, пришлась бы по душе жителям не только республики, но и России, это еще и увеличение заработных плат. С этим предложением выступил, насколько я понимаю, Сергей Миронов. Да, совершенно недавно, после встречи с профсоюзами, независимыми профсоюзами, он внес предложение в правительство с тем, чтобы рассмотреть увеличение минимального размера оплаты труда. Ну, вы знаете, что сейчас у нас в республике увеличивается с 1 января до 27 тысяч рублей. Вернее так, до 27 тысяч увеличится в среднем по России, в республике у нас будет около 33 тысяч рублей, учитывая наш уральский коэффициент, а еще там один коэффициент. Вот. Но и мы считаем, что этого недостаточно. То есть, по большому счету, человек, работающий нормативное время, там 41 час в неделю, там весь год работы, и получает при этом в среднем в месяц 30 тысяч рублей, это, по сути дела, работающий бедный. На эти деньги, так сказать, сами понимаете, жить можно, но хочется лучше. Поэтому и при этом, да, еще Сергей Михайлович говорит, что этот показатель надо обязательно соотнести с потребительской корзиной. И не учитывать там только рост продуктов. У нас есть и услуги, которые мы вынуждены, так сказать, получать в своей жизни. Поэтому вот расчет показывает, что при учете всех показателей, то средняя зарплата, минимальный размер оплаты труда должен увеличиться 59 с копейками, грубо говоря, до 60. Поэтому с таким предложением он вновь и вышел. Я понимаю, причем тут же в сетях начали называть это популистским ходом. Я считаю, что это неправильно, поскольку наше государство, как в Конституции сказано, социальное, и мы должны, в принципе, работать на благо народа, всего народа, а не определенной части. Поэтому требование увеличить, найти средства на это, так сказать, про средства, где их найти, я уже говорил, когда мы бюджет рассматривали в прошлый раз, поэтому повторяться не буду. Средства можно найти, но предлагаем увеличить, поскольку люди должны жить достойно, как сказано, опять же, в Конституции. Владимир Александрович, декабрь, время самое подвести итоги, не станем отступать от традиций. Да, в этом году у нас в республике значимых выборов не было. У нас были довыборы в различные органы власти. Я хочу сказать, что мы этот период прожили достаточно активно. И по итогам всех избирательных кампаний по количеству избранных депутатов мы заняли 2-е место после «Единой России», конечно. Мы опередили несколько и КПРФ, и ЛДПР, но считаю, что это заслугой наших активистов, которые участвовали в выборных кампаниях, шли к людям, отвечали на их вопросы, и, соответственно, получили мандаты доверия от избирателей. То есть, в принципе, результат в этом плане, в плане избирательных кампаний, я считаю, вполне хороший, поскольку основная, деятельность партии – это отражать интересы людей, идти с этим к людям и избираться в орган власти, чтобы потом осуществлять те обещания, те предложения, те задачи, которые были озвучены перед избирателем. Поэтому нормальный результат.
Что касается следующего года, наверное, вы зададите вопрос, или как-то у нас выборы, самые главные, по сути, выборы после выборов президента, это выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Для нас этот очень важный этап, поскольку сейчас в настоящее время у нас депутатов в Госдуму от нашей партии, от нашего регионального отделения нет. По известным, но по определенным причинам не буду сегодня углубляться в эту тему. И для нас стоит задача, конечно, чтобы вот этот вопрос решить. Активно участвовать, набрать определенный процент с тем, чтобы наш кандидат, кто будет, пока мы на эту тему рано говорить, стал депутатом Государственной Думы. Вот, в принципе, такая задача. Ну, а как ее реализовать, безусловно, это завоевать доверие избирателей. Владимир Александрович, если вот последний вопрос именно о работе регионального отделения, может быть, что изменилось, как улучшили, какие есть перемены? Ну, будем говорить так, мы сейчас работаем, опять же, на ту задачу, которую только что обозначил, выборы в следующем году. Для этого мы несколько меняем структуру регионального отделения, увеличиваем численность членов партии за счет привлечения новых членов партии, провели кампанию по назначению своих представителей в территориальной избирательной комиссии. Была такая кампания, организована Центральной избирательной комиссией. Мы ввели своих представителей во все территориальные комиссии республики, ну, с тем, чтобы, во-первых, представлять, во-вторых, определенный контроль, определенные права у наших членов партии, которые являются членами избирательных комиссий, с тем, чтобы, ну, более объективно проводить избирательную кампанию. Ну, собственно, вот этим занимаемся. Сейчас мы готовим план, конечно, избирательной кампании. Это начиная практически с января. Будем заниматься активно этой работой. Владимир Александрович, спасибо огромное, что, несмотря на загруженный график, пришли сегодня к нам в студию, поделились своими планами, с какими инициативами выступает партия «Справедливая Россия». Спасибо огромное. Пожалуйста. Это была программа «Интервью». На наши вопросы отвечал Владимир Нагорный, председатель Комитета Госсобрания Республики Башкортостан, руководитель фракции партии «Справедливая Россия». Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.